Добрый день. В этом году парламентский урок я провожу у себя в родном селе. Я сам из Тедибяка. Ну, как сказать, мама у меня из Тедибяка, папа из Мартына. Долго планировал именно в своем, так сказать, истоке себя в селе провести этот урок. Уроков проводил уже несколько. Такие формальные вещи мы, наверное, сейчас потихоньку будем отходить, и хочу вас прям вовлечь в этот диалог. Вкратце расскажу. Работа в Государственном Совете, она, конечно, интересная и дополнительная нагрузка на мою деятельность. Помимо депутатской деятельности, у меня еще есть ряд производственных предприятий, которые выпускают продукцию, работают с экологией, занимаются переработкой отходов. Ну и, соответственно, депутатская деятельность, она в первую очередь сопряжена с изменением в законодательстве, потому что мы каждый день растем, каждый день мир меняется, и законодательство порой не успевает за тенденциями, которые есть на планете. Ну и, соответственно, все, что делается, это только для того, чтобы улучшить качество жизни, сократить бюрократические барьеры, снизить нагрузку на население, в том числе и на экологию. Есть очень много законодательных инициатив, законов, которые сейчас не в полной мере соответствуют требованиям. Раньше мы к экологии относились так посредственно, никто не задумывался о том, что последствия экологических нарушений, каких-то разливов, техногенных катастроф могут привести к серьезным заболеваниям у людей и сократить время жизни у людей. Соответственно, начали изучать медики, ученые, факторы, влияющие на жизнь и здоровье людей, и начали обращать внимание на то, что экологические проблемы, они в первую очередь несут негативное влияние на жизнь и здоровье людей. Вот это нужно снимать, заставлять переработчиков, тот, кто производит какую-то продукцию и образуются отходы, заставлять их перерабатывать, не выбрасывать их в речки, в наши озера, в наши леса. Давайте мы знакомиться будем. Здесь ученики каких классов у вас? Какой класс? 7 есть? Есть. 8 есть? Да, есть. 11 тоже есть, да? В общем, с 7 по 11, да? Молодцы. У вас первый урок парламентский такой? Кто когда-нибудь принимал участие? Есть такие? Нет, да? Хорошо. Есть знаю, но масштаб поменьше в рамках республики сельского поселения. Потому что первая ступень это все равно сельское поселение, потом районы, а потом республики. Поэтому как бы урок проводились, да, там аудитория была поменьше, 9-10 класс, 11 класс. Поэтому в таком формате, да, первый раз. Ну, здесь, наверное, без микрофонов даже можно, да? Да, давайте уберем. Будет, да, будет и вам удобнее, и мне. Видите, даже не я запомнил о том, что у него в жизни был парламентский урок. Я думаю, что наш урок тоже должен вам отложиться где-нибудь, и мы уйдем с каких-то формальных вещей, неинтересных. Я вижу, чтобы вам этот урок по-настоящему был интересен и запомнился. Мы сейчас вкратце пробежимся о каких-то там формальных темах, которые должны затронуть обязательно. А то, что будет вам интересно, я постараюсь вас вовлечь в диалог. Что мы сегодня должны обсудить? У нас сейчас, вы знаете, президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов, должность его переименовали, потому что федеральный центр Москва определила то, что в нашей стране, в России, должен быть один президент. И именно название президента относится только сейчас к Владимиру Владимировичу Путину. А переименовали должность нашего президента, переименовали в главу-раис. Раис это национальное наше слово, все понимают, что раис это глава. Ну и вот у нас получается с 1 и с 2 февраля закон вступил в силу, и сейчас у нас раис Республики Татарстан, это Рустам Нургалиевич Минниханов, вы знаете, что это Сабинского района, и он определил 2023 год, это год национального единства и культуры, традиций. Здесь у нас ребят сколько из Тедибяка? Поднимите руку. Так, а из Сабов? О, так все, трое ребята, да? Ну, давайте тогда мы затронем нашу родную
наш родной Сабинский район. У нас в России, кто знает, сколько татар проживает? Ну давайте, не стесняйтесь. Молодец. 5,5 миллионов. А в мире сколько татар проживает? 7 миллионов. 7 миллионов татар. А население России сколько человек? Да, молодцы. А сколько русских? 86, по-моему. Да, молодцы. Вот у нас, а сколько всего национальностей у нас в Российской Федерации? 190 национальностей. Больше 190 национальностей. А у нас в республике проживает 176 национальностей. 176 национальностей у нас проживают в республике. И мы всегда сплоченные, это исторически, мы не вчера определили эти национальности. Даже в нашем родном селе есть, раньше не было таких территориальных границ, четко определенных между Республикой Татарстан, Башкортостаном, Удмуртией, Чувашией не было таких. Как-то это все было размыто, и с тысячелетиями люди между собой соединялись. Чуваши, удмурты, они назывались тоже татарами, потому что это исконно татарская земля. Но здесь переплетение национальностей говорит о том, что мы всегда были очень дружные. У нас всегда не было таких стереотипов, кто ты по национальности. У нас всегда было определение, какой ты человек. У нас в Сабинском районе сколько процентов татарского населения проживает? Кто знает? 96%. 30. Сколько у нас населения в Сабинском районе, кто знает? Так, надо педагогическому составу поработать. 31 тысяча, по-моему, у нас населения в Сабинском районе. 96% населения это татары. 3% это русские. 1% это все остальные национальности. В Российской Федерации у нас 83%, по-моему, на первом месте идет русские, на втором месте кто идет? Татары. А на третьем, угадайте, кто? Нет. Украинцы. Украинцы – это всегда был наш близкий, побратимый народ, и мы сейчас плавно с вами перейдем, эту тему тоже нужно затронуть. Начало вот этой специальной военной операции – это как раз-таки и корень зла и проблем, который возник, это национализм. Когда национализм выносится впереди и преследуются идеи лидерства той или иной нации, всегда происходят проблемы. В этом случае так же самое западные страны подтолкнули Украину к этой беде, к этой проблеме, и всегда на человека можно повлиять. Всегда. Я вам расскажу сейчас еще несколько примеров. Я знаю, что большинство детей в социальных сетях, в игровых приставках сидят. Я вам расскажу, как влияют эти все вещи, доказано уже. Также и на самое большое население в течение 10 лет повлияли эти западные страны, подтолкнули лидерство национальной черты украинцев, как будто они стали лучше, что нельзя допускать. Как мы же знаем, что у нас в Донецке, в Донбассе на втором месте проживают татары. Очень много татар проживает, и русских, и татар, и других национальностей. И их начали по национальным признакам определять как в другой класс, как в низший класс, как будто они недостойны жить, недостойны учиться, недостойны работать. И нужно было защитить. Если бы Российская Федерация в тот момент не вмешалась, тогда бы этот народ уничтожили. И своевременно было принято решение о том, что как там у нас правильно в целях задачи специальной военной операции денацификация, это как раз таки убрать границы между национальными превосходствами. Все нации хорошие, всегда есть. В каждой нации есть и плохие люди. Но независимо от национальности никогда нельзя определять по национальному признаку качества человека. Только по его поступкам, по его делам, по его окружению. Только так можно определить качество человека. Никогда нельзя определять. Ну и, конечно, второе. Украину накачали очень сильно оружием. Очень сильно оружием. Она стала угрожать нашей стране. В том числе были разработки, может вы знаете, это грязные бомбы, которые хотели взорвать у нас на юге России. И вот эти все события, они предотвратили на шаг вперед. Мы приняли меры. Ну и, конечно, сейчас Россия
борется за свою независимость, за те ценности, которые у нас национальные есть. А у нас национальные ценности какие у нас, в первую очередь? Это язык. Это наш язык, это наша идентичность. Вот давайте сейчас вам эксперимент вот прямо такой проведем. Возьмем 3 людей. Вы в зал не будете смотреть, давайте по порядку. Вот вы подходите сюда, не стесняйтесь. Повернитесь всей спиной, и вот повернитесь спиной, и вот так вот на пальцах посчитайте от 1 до 5. Вот открой, вот так. Да, посчитаем. Вот как? Ага. Давай другой садись. Сейчас следующий. Подходи сюда. Вот так вот посчитай до 5. И вот еще девушку возьмем. Девочку, давай. От 1 до 5. Видите? Посчитали они втроем. 2 из них пальцы один из них пальцы загибал, а 2 из них разгибали. Видите? Почему? Потому что если вы взять человека англичанина, или там, который говорит на английском языке, большинство людей будут разгибать палец не с большого, а с мизинца. Потому что они думают, язык очень четко формирует образ мышления. Когда ты разговариваешь на языке, допустим, мы говорим на татарском языке, у нас есть определенное отличие, мозг работает, вот эти наши нейронные связи, они работают по каким-то коротким процедурам. Чем сложнее язык, тем сложнее вот эти связи прорабатываются в мозге. Почему некоторые страны в военных конфликтах имеют преимущество? Потому что, предположим, когда нужно отдать командиру команду своим солдатам, на это проходит определенное время. Предположим, сказать: взвод, становись, пошли прямо на атаку. То есть вот это целое предложение. А, допустим, в японском языке эти предложения очень короткие. У них словосочетание там огонь, слово очень короткое, оно состоит из 2 букв. И вот эти слова, которые даются на команду, мозг также быстро их воспринимает. Это, конечно, пока вам может быть сложно покажется, но я хотел сказать о том, что каждая национальность, они определенно связаны со своим генетическим языком, со своими корнями. И здесь, когда мы говорим о влиянии нашего на нас, то нужно тоже не забывать, что мы сформированы не по одинаковому, все разные люди, все без исключения. Но есть ценности, которые определены у всех одинаковые. Это идентичность, это язык, это семья, это папа, мама, это родина, это та ваша школа, откуда начинаются ваши истоки. Вы будете всю жизнь вспоминать эти стены школы с благодарностью, потому что это самые лучшие годы вашей жизни. Здесь вы получаете тот фундамент, на который будете складывать стенами, красивыми картинами, парками свою остальную жизнь. И вот как вы заложите вот этот фундамент, настолько крепко будет ваш дом, ваша жизнь стоять. Дальше что хотел рассказать вам? Про специальную военную операцию рассказал. Если у кого-то прям есть какие-то вопросы, которые волнуют, вот можете мне задать, я постараюсь на них ответить. Но мы с вами дальше поговорим о вот социальные сети, тоже затронем этот вопрос. Ну, наверное, у большинства было есть Инстаграм, ни для кого не секрет, что через VPN можно выйти, оставить себе эти чаты. Но есть социальные сети, есть игры. Есть? У каждого есть, не знаю, там, начиная от Одноклассников, заканчивая там ВКонтакте. ВКонтакте точно, наверное, все сидите, да? Вот смотрите. Наверное, уже каждый год все больше говорят об искусственном интеллекте. Так ведь? Искусственный интеллект, это, казалось бы, нам 2 года, 3, это где-то вообще далеко, и, может быть, нашу жизнь даже не затронет. Оказывается, он настолько близко, этот искусственный интеллект, у нас на пороге, и мы с ним, с вами начали сталкиваться, оказывается, еще даже не вчера, а уже лет 5 тому назад разработаны программы, которые на основании наших социальных сетей выбирают типаж. Как это делается? Вот нас 3, мы все разные, у нас разные интересы. Предположим, я заходил в социальные сети, смотрел какие-то там машинки. Потом у меня есть фотографии, где я участвовал там в гонках, потом я зашел, где я был там в Астрахани, еще где-то, еще что-то. Вот группа вот этих всех событий, она по определенному алгоритму, по определенной форме меня относит к какой-то категории людей. В
в этой категории людей еще есть десяток категорий. И вот с каждым днем вычислительная машина считает и определяет такую группу, к которой я отношусь. На основании моих интересов, дня моего рождения, чем я увлекаюсь, какие у меня контакты, кто у меня друзья, какие у меня действия, какие социальные сети, какие запросы. Заводил просто в Google или в Яндекс, просто какие запросы делал. На основании этих всех действий определяет, какой я тип человека. И как только они смогут определить, какой я тип, к этому типу разработаны уже ключи. Такие очень легкие отмычки, которые позволяют открыть и повлиять на вас. Допустим, определили, к какой группе вы относитесь и хотят, чтобы вы совершили какое-то определенное действие. Ну, предположим, чтобы вы сделали какое-то событие, пошли на какие-то необдуманные вещи, потому что на каких-то людей сложно повлиять, а на каких-то очень просто повлиять. Каждого из нас есть слабые места. Кто-то очень сентиментальный, кто-то физически развит, кто-то долго думает, кто-то быстро думает. И вот на основании этих всех алгоритмов можно повлиять на человека. И вот этот ключик, маленький ключик, он точно есть, и его могут использовать. Благодаря этим социальным сетям вам придет какое-то письмо, в это письмо прочитаете что-то, и вот эти манипуляции будут вами даже как бы и неосознанны. Вы можете мне верить или нет, но на самом деле это уже есть. И так можно повлиять на людей. И чем дальше мы будем нырять вот в эти социальные сети, оставлять о себе отпечаток, тем больше будет возможности влияния на вас. И вот первое, что хотел вам дать совет в жизни, это никогда не поддавайтесь мнению со стороны, которое может быть вам навязано незнакомыми людьми. Никогда, потому что если вам пришло какое-то письмо, а это в социальных сетях сейчас очень часто, кто-то к вам зашел в друзья, на самом деле вы не знаете, что это за человек. Это может быть просто искусственный интеллект, который сейчас гораздо быстро и качественно рассуждают и могут влиять особенно на вас. Люди более старшего поколения, педагоги, они защищены более рассудительностью, а вы сейчас растете, и в вашем молодом организме вот эти пучок нейронных связей, сетей, которые сейчас у вас в голове, он настолько обширный, вы себе не знаете пока границ. И вот в этот момент очень важно вас предостеречь. Я хочу это сделать, чтобы вы не зашли в эту паутину, и будет очень сложно выпутаться, потому что сейчас законодательство, про которое мы говорили, меняется очень быстро. И вот эти действия, которые могут быть вами в социальных сетях, так или иначе, вы думаете, что вы где-то поставили лайк, и кто-то это не заметил. Вы думаете, что где-то написали отзыв инкогнито, и как-то это о вас не узнали. Поверьте, узнают точно. И законодательство сейчас определяет таких людей вот тоже в определенную группу. Такой социум недоверия. И рано или поздно, когда будет какой-то прецедент с вами, ну не дай бог это случится, то возбудить уголовное дело или дело административное будет наказание очень просто. И вы думаете, что, может быть, никто не узнает или как-то там пошутить, даже пошутить на эту тему может за собой повлечь очень серьезные последствия и для вас, и для ваших родителей. Потому что ответственность, пока вы несовершеннолетние, несут за вас ваши родители, ну и, конечно же, педагоги, которым будет очень неприятно, когда они вкладывают в вашу свою силу, энергию, здоровье, душу, чтобы вы были правильными людьми, чтобы вы были счастливы, когда вырастете. А вот эти маленькие ошибки, они точно будут необдуманные, они будут ненамеренные, вы никому не захотите сделать зла, но это просто ошибки оступились. Вот в этих социальных сетях будьте очень аккуратны. Аккуратно оставляйте отзывы свои, делайте обдуманные вещи, не заходите просто так никуда и поменьше, особенно вот этой информации, где вы не понимаете, где-то в чатах используете свое мнение, посмотрите, потому что большая часть вот этой всей информации, которая идет, это лживая пропаганда, фейки, только для того, чтобы вас в это вот вытащить и подтянуть вот в эту определенную группу, которая потом на вас будет уже гораздо больше и сильнее влиять. Социальные сети – это инструмент для того, чтобы влиять на общество. Его придумали не мы, а другие
группы, политтехнологи, технологи. И здесь вы, конечно, берите оттуда все, что вам надо, интересное, увлекательное, дружба, отношения, переписка. Но и знаете всегда, что там есть и вторая сторона медали, скрытая такая. Волдеморт там скрыт, да, как его, чье имя нельзя говорить? Волдеморт же, да? Да, вот он там скрыт и обязательно свои подлые делишки там творит. Так вот, социальные сети тоже поговорили, не забывайте про это. Что у нас еще на повестке? За наше законодательство, наверное, вам не столько будет интересно же, да? Нет ведь? Ну что там у нас законы принимают, поменяли слово президент, поменяли на Раиса, поменяли. От этого наша жизнь, наверное, не изменится никак. Есть такие законы, очень много, я вам скажу, что, наверное, половина законодательства, которое у нас в республике принимается, это законодательство, которое приводит в нормативное состояние. Есть у нас федеральный центр Российской Федерации. Там у нас есть Совет Федерации и Государственная Дума, это нижняя палата. Депутаты Государственной Думы, они от всей Российской Федерации избраны туда. Вот они принимают законодательство, которое распространяется на все наши субъекты, на Башкортостан, на Татарстан, на Чеченскую Федерацию, Чеченскую Республику, на все республики распространяется. Но в каждом субъекте, в Пермском крае, Свердловской области, в Республике Татарстан есть свое законодательство. И вот если республиканское законодательство противоречит федеральному, предположим, есть разница, то наша республика обязана привести в нормативное состояние те же самые законы исправить. Соответственно, мы вынуждены подправлять постоянно наше законодательство, потому что федеральный центр что-то поменяет, и мы принимаем. Это такая формальная вещь, в большей части это идет изменение в понятийном аппарате. Я вам сейчас расскажу, что такое понятийный аппарат. Это на самом деле очень важная вещь. У нас здесь есть учителя русского и литературы? Нет, да? Нет, к сожалению. Ну ладно, посмотрите. У нас есть орфографический словарь, да? Есть еще словарь «Далее», по-моему, да? Да. Вот каждое слово, оно значит определенный смысл. Но в жизни так получается, что наши родители, да и мы сами, и бабушки, дедушки иногда называют этим словом немножко другие, более расширенные понятия, и мы немножко заблуждаемся. Предположим, вот у нас есть в законе, в экологическом, слово «утилизация». Вот там есть такая графа, целый раздел, называется понятийный аппарат. Там вот все слова, как в этом словаре написано, вот слово «утилизация», что оно значит? Вот по вашему мнению, что значит слово «утилизация»? Давайте, Яныч, говори. Утилизация. Ну, своими словами, как ты думаешь, что это значит? Убрать лишнее, так, хорошо. Ты скажи, как ты думаешь, что такое утилизация? Ну, своими словами, как ты вот принимаешь это? Вот тебе говорят, утилизируй этот телефон, значит, что нужно с ним сделать? Выкинуть? Выкинуть, так. Давай ты, что это такое для тебя? А? Удалить. Удалить куда? Ну, куда-нибудь удалить, чтобы оно больше мы не видели это, так? Вон там девочка в очках. Как тебя зовут? Вставай. Вон там, вот там в конце, вот улыбается. Господи, скажи, что ты думаешь, что такое утилизация? А? Уборка? Ну, хорошо. Давайте сейчас скажу, что такое утилизация. И вот у нас большинство, и тот, кто в законодательном органе сидит, и у нас, я вам даже скажу, уж не постесняюсь, даже в Министерстве экологии есть сотрудники, которые на самом деле не знают, что такое слово утилизация. Утилизация в законе определено. Это переработка отхода с целью получения продукта. То есть, если мы говорим «утилизируй телефон», мы имеем в виду что-то его с ним сделать, разобрать и получить какой-то второй продукт. Вторым продуктом может быть сырье, пластик, стекло, но только то, которое можно обязательно использовать. А вот как вы думаете, что такое выбросить, удалить? Это слово называется размещение. Мне казалось бы, никто бы не подумал, что такое размещение. А размещение в понятийном аппарате 89 федерального закона – это как раз-таки захоронение, когда мы отходы с вами увозим на полигон, на свалку. Вот это слово называется размещение отходов.
А утилизация – это переработка с целью получения продукта. И вот важно очень в жизни знать смысл слова. Когда вы будете расти, будете формировать себя, вот важно обязательно, потому что слово – это огромная сила. Огромная сила. Слово – это самый сильный инструмент, который есть на планете. Со словом можно человека убить, можно человека вообще поменять, можно. Слово – это самый-самый сильный инструмент, это сильнее кувалды. И вот как вы будете оперировать жизни, как вы будете вкладывать в них смысл, так они будут и нести нагрузку, которую вы отправляете своему собеседнику, либо в другой стране. Что у нас в жизни часто происходит? Как мы формируемся с детства? Это вот ваше становление. Сейчас отвлечемся от парламентского урока. Я хочу, чтобы вы себе оставили отпечатком наш урок в жизни и хотя бы 10% от того, что я скажу, внесли и использовали потом. Про социальные сети поняли, да? Молодцы. Первые планы осуществились. Обязательно из вас все о чем-то мечтают. Вот чтобы эта мечта сбылась, что нужно сделать? Нужно самостоятельно изучить новое саморазвитие. Саморазвитие, хорошо, отлично. Так. Вот парничек как раз там галстучки, давай твое мнение. Что вот цель, твоя мечта, когда ты вырастешь, обязательно исполнилась, что нужно сделать? Нужно не бояться развивать себя, пробовать что-то новое. Что-то новое, молодцы, хорошо. Давайте я сейчас свое мнение скажу. Вы тоже правы, это частичка. Вот только эта мечта, она всегда состоит из многих факторов. Самое важное, что нужно для себя понять, она никогда не упадет просто так. Никогда не упадет. Если это не произошло такое, как она легко досталась вам, так она легко и уйдет. Это удача от вас, это мечта, о которой вы думаете. Первое и самое главное для вас сейчас – это правильно сформироваться как человек. Но это не просто слова, это именно физиология, это ваше здоровье. Здесь прямо небольшой раздел. И знаете, давайте сейчас разобьем это на 5 таких частей. Вот одна из этих частей – это ваше здоровье. Ваше здоровье, оно сложено из нескольких тоже факторов. Это генетические вещи, это то, что в вас вложили ваши родители. Второе – это то, что вы сейчас делаете. Это питание, физкультура, место, где вы обитаете, чем вы дышите, что вы питаетесь, как вы занимаетесь. И самое главное – нужно сказать о вреде двух вещей. Обязательно. Они на самом деле вредны, они доставляют в какой-то степени кому-то радость, где-то человек старается выглядеть взрослее. Это курение и алкоголь. Мы не говорим уже ни про какие наркотики, это даже не обсуждается. Я вам про вот эти элементарные вещи, которые очень сильно влияют, особенно на ваш детский организм. Вы сейчас очень чистые и открытые, у вас иммунитет еще сильный, но вы также и негативное очень быстро впитываете, которое останется у вас навсегда, на всю жизнь. Каждая рюмка водки, независимо от ее времени принятия, каждая рюмка водки у нас в головном мозге убивает определенное количество маленьких капилляров. Всегда, независимо от того, что это много или мало, или вот в вашем организме сейчас происходят такие изменения, которые связаны с развитием. Вы увеличиваете, а мозг начинает работать больше, вы впитываете больше информацию, у вас увеличивается скорость мышления, вы начинаете быстрее думать, принимать решения и анализировать. Всегда, когда мы туда или ином идем, допустим, в школу надо идти, у нас два выбора: не идти или идти. Но какая-то внутренняя сила, давай, надо идти. То есть какие-то ограничения у нас уже заложены, привычка, это какие-то обязательства, это достичь чего-то лучшего, чтобы мы пошли к своей мечте. И вот когда мы убиваем вот эти маленькие капилляры, каждая рюмка, запомните это навсегда, каждая рюмка, когда вы будете к этому делу когда-нибудь прикасаться, каждая рюмка убивает определенное количество вот этих вот капилляров, маленьких, которые влияют на ваше развитие. Курево то же самое. Никотин попадает в эти клетки, это в кровь попадаются мельчайшие вот эти капилляры, она туда заходит, и чем тоньше сосуд, тем быстрее он ломается, он начинает умирать, и у вас становится их меньше.
Их тоже немного, это не бесконечно. Какое-то количество этого никотина, алкоголя будет попадать в ваш организм и постепенно будет отмирать. И вы не сможете быть уже равными среди ваших сверстников, кто это не делал. Вы будете дольше думать, вы будете принимать неправильные решения. И это вас немножко откатит назад, потому что вы будете не конкурентны с своими сверстниками, кто этого не делал. Не надо. В жизни очень много радостей, которые достаются, конечно, сложнее. Это самый легкий путь оправдываться, какой-то там алкоголь принять, или это как в каком-то сообществе пойти, или покурить, как-то отличаться. Вот все эти шаги, которые вы предпримете, необдуманно, или кто-то повлияет на вас, они вас откатят назад. Вы не сможете дальше сильнее и лучше развиваться, и ваша память будет ухудшаться. Все, что связано с алкоголем и курением, обязательно, особенно в вашем возрасте. Особенно в вашем возрасте вы очень еще не защищены, потому что ваш организм растет, у вас начинаются развиваться мозговые клетки, развиваться эти же нейронные связи, это зависит от скорости вашего мышления. И вот все, что это когда-нибудь, если кто-нибудь сделал уже, ничего страшного, не надо больше усугублять. А сберегайте себя сами. Никто, ни учителя, ни родители, никто вас не сможет оберечь, когда вы останетесь один на один или со своими друзьями. В этот момент вспоминайте мои слова. Вы должны быть сильные, потому что ваше поколение будет еще выше, чем мы. Вы достигнете гораздо больших высот. Единственное, что может вас остановить, это слабое здоровье, которое вы только сами себе погубите, если будете делать эти ошибки. Договорились, да? Это один из факторов, который вас будет вести к своей мечте. Какие проблемы избирателей вам удалось решить за последнее время? Какие что? Какие проблемы избирателей вам удалось решить за последнее время? А как вас зовут? Ильсина. Ильсина? Ильсина, садись. Спасибо большое за вопрос. Вы знаете, проблемы избирателей, они же как определяются? У меня есть своя окошко. Вы заходите на сайт Государственного совета Республики Татарстан, там находите меня, там есть такая электронная форма обращения. Туда пишите: я, Ильсина, хочу слетать куда-нибудь, предположим, да? И потому что я смотрю утром каждый день на эти обращения, их разные приходят, поверьте, приходят такие обращения, где люди, немножко ошибаются. Я не могу решить семейные проблемы, где там дочка не слушается папу, предположим. Вот не могу повлиять по законодательству так. Конечно, могу поговорить с папой, скажу, но это не мое дело. Мне папа скажет: иди-ка ты откуда пришел. Так вот, а есть такие вещи, где реально люди остаются один на один, и наше законодательство, наша власть не может быстро отреагировать. Предположим, вот в Мамадышском районе у семьи случился пожар. В квартире сгорело все. Они остались один на один с этой бедой. Нужно было им помочь. Ну, вот мы помогли сделать ремонт, купили стекла в квартиру, и помогли. Есть в Мамадышском районе мальчик, зовут его Булат. У него болезнь, у него ДЦП, детский церебральный паралич. Он никогда в жизни не ходил. Но нашли способ, и ему внушили такой шанс в жизни, что вдруг он начнет ходить. Нашли клинику в Москве. Отправила я его туда, купил билеты, у меня есть в Москве водители, его отвезли, встретили, все. И вот он там месяц был, он начал ходить. Вот он пошел, Булат. Есть у нас в Сабинском районе Верхнеотарский детский дом. А там 83 ребенка. Они дети-инвалиды. Обязательно, я не знаю, почему нет в этой школьной программе, обязательно детям надо попасть туда, чтобы понять разницу, как живут другие дети, чтобы вы начали ценить вот эту жизнь. Да, свои возможности, которые у вас есть, что вы не используете и просто выкидываете на ветер все это время, и особенно я здесь остановлюсь на здоровье. Вот этот Верхнеотарский детский дом, там есть дети, 25 детей, они лежачие, они никогда не ходят. Никогда не ходили и не ходят, они просто лежачие, за ними ухаживают.
Для них радость в жизни, когда ты приходишь, знакомый человек. Единственное, что им нужно в жизни, это друзья. У них все есть, у них есть питание, одежда, но они не могут жить так, как живут другие дети. Там есть дети несколько. Девочка, она играет в теннис, и на соревнованиях в Санкт-Петербурге она заняла 2-е место по настольному теннису среди детей Лин. Есть разные дети. И вот нужно им определять тоже, уделять внимание. Я сейчас делаю сайт, он уже на стадии завершения. Это не для того, чтобы собирать деньги. Там мы отремонтировали им автобус. Обращений очень много. Но для этих детей нужны друзья. Я хочу сделать сайт, который бы нашел людей, которые хотят дружить с такими детьми, которые будут приезжать, навещать, чтобы они могли с ними общаться, с этими детьми. Вот обращений каждый день очень много разных, но в основном это всегда какая-то помощь. Какая-то помощь, либо финансовая, либо кому-то что-то сделать, либо что-то купить, либо... Депутат — это как бесконечная елка желаний. Назовите вашу самую большую и значимую заслугу как депутата. Заслугу? Да. Ну, я не могу так. Вы что, это не... Я же не могу сам себя хвалить. Как заслуга. Смотри, я как депутат, если говорить, что у меня, чтобы вы тоже гордились, что ваш депутат самый лучший в Государственном Совете. У меня самое большое количество законодательных инициатив. Я больше всего разработал законопроектов, внес их в наш Государственный Совет и в Государственную Думу. У меня самое большое количество обращений граждан, которые я исполнил, среди всех депутатов Государственного Совета. Так что у вас хороший депутат. Давайте за это похлопаем. Мои законодательные инициативы, они все нацелены на то, чтобы улучшить качество жизни. Они все связаны с экологией. Все законодательные инициативы, чтобы было... Не все приняты, потому что есть структуры, которые сопротивляются, которые говорят: Марат Ибрагимович, это преждевременная мера, рано ваши законопроекты. Но я все равно их толкаю, обязательно их примем. Так, у кого еще какие вопросы есть? Что должен сделать человек хотя бы один раз в жизни? Хотя бы один раз в жизни. Это что-нибудь плохое, наверное. Потому что хорошее надо делать часто и много. А один раз в жизни что сделать? Нет, это будет хитро, один раз и каждый день. Именно один раз в жизни что-то сделать, да? Ну, наверное, один раз в жизни. Только, я не знаю, не у каждого это получается. Жизнь, она всегда нас как-то поправляет, если мы сделаем ошибку, обратно отводит. Но вот лучше бы, конечно, не ошибаться. Один раз в жизни нужно сказать, что я тебя люблю, потому что это очень дорогого стоит. Когда человек женится, выходит замуж, и это очень обдуманный поступок. Не делайте это рано, никогда. Не спешите, потому что вы должны сами созреть и выбрать настолько человека, близкого к себе. Только когда вы сами сформируетесь, когда вы станете взрослым, будете делать обдуманные ошибки, только тогда скажите эти слова тому человеку, которого вы встретите и по-настоящему полюбите. Вот так вот.